Сын со стервенением проворачивал ключ в личинке замка, не понимая, почему тяжелая стальная дверь, которую он уже считал своей собственностью, не поддается ни на миллиметр. Когда он, наконец, выругался и в растерянности отступил назад, я распахнул створку изнутри, глядя в его побелевшее от ужаса лицо. «Ну, здравствуй, Рома», — тихо сказал я, и в его бегающих глазах отразилось понимание того, что жизнь, которую он расписал для себя по минутам, только что рухнула. «Меня зовут Анатолий Борисович Елизаров. 40 лет я проработал в хирургии, из них 15 — заведующим отделением травматологии в одной из ведущих клиник Москвы. Я привык к виду крови, к сломанным костям и к тому, что человеческое тело — это хрупкий механизм, который можно починить, если у тебя твердая рука и холодная голова. Но ни одна, даже самая сложная операция, когда жизнь пациента висит на волоске, не готовила меня к тому, что произошло в прошлый вторник. Говорят, хирурги циничны. Возможно. Мы не верим в чудеса. Мы верим в протоколы, стерильность и гемостаз. Когда 3 года назад не стало моей Лены, моей жены, с которой мы прожили душа в душу полжизни, я думал, что потерял способность чувствовать острую боль. Осталась только тупая, ноющая пустота в нашем загородном доме в Истримском районе, доме, который мы строили для внуков, которых так и не дождались. Мой сын Роман всегда был поздним, избалованным ребенком. Мы с Леной, наверное, слишком сильно его опекали, пытаясь компенсировать мою вечную занятость в операционной и дежурство. Он вырос красивым, статным парнем, но с какой-то внутренней червоточиной, которую я долго отказывался замечать. Он любил красивые вещи, дорогие машины и легкие деньги, но совершенно не умел трудиться. А потом в его жизни появилась Кира. Яркая, громкая, с цепким взглядом хищной птицы. Она называла меня Анатолий Борисович с той приторной вежливостью, за которой обычно скрывается расчетливое ожидание наследства. «Пап, тебе надо отдохнуть», — сказал Роман месяц назад, разливая чай на веранде. «Ты совсем сдал после маминой годовщины. Поехали в Турцию, в Анталию. All-inclusive, море, солнце. Мы с Кирой все организуем, с тебя только паспорт». Я согласился. Мне действительно хотелось тишины и, может быть, иллюзии, что у меня все еще есть семья. Аэропорт Анталии встретил нас удушающей влажностью и гулом, похожим на жужжание растревоженного улья. До нашего рейса в Москву оставалось еще 3 часа. Мы прошли регистрацию, сдали багаж. Я чувствовал себя уставшим, но умиротворенным. Неделя прошла на удивление гладко. Мы ужинали вместе, гуляли по набережной. Роман был внимателен как никогда. Кира улыбалась, подкладывала мне лучшие куски за ужином и бесконечно щебетала о том, как важно беречь здоровье. Сейчас, сидя на жестком кресле у выхода на посадку номер 204, я прокручивал в голове эту неделю, пытаясь найти хоть один тревожный звонок. И находил их сотни. Взгляды, которыми они обменивались, когда думали, что я дремлю под зонтиком на пляже. То, как Роман постоянно теребил телефон, пряча экран. То, как Кира настойчиво интересовалась, где я храню документы на дом. Но тогда, разморенный южным солнцем и тоской по нормальному общению, я списывал это на паранойю старика. «Анатолий Борисович», — голос Киры вырвал меня из раздумий. Она стояла надо мной, переминаясь с ноги на ногу. «Мы так пить хотим, просто умираем. Сходите за водой. Тут киоск в конце терминала». «Да, пап», — подхватил Роман, не поднимая глаз от смартфона. «Возьми той, французской, в стекле. Ты же знаешь, у Киры от местной изжога. И орешков каких-нибудь». Он протянул мне купюру, 20 евро. Его рука была холодной, несмотря на жару в терминале. «Сходите сами, молодые же», — вяло возразил я, не желая вставать. «Пап, ну, пожалуйста». В голосе Романа прозвучали визгливые нотки, которые появлялись у него в детстве,
когда он выпрашивал новую игрушку. Мне по работе срочно ответить надо, а Кире в дамскую комнату нужно. Мы тут вещи посторожим. Он сунул мне деньги в руку с такой настойчивостью, будто от этого зависела его жизнь. Я вздохнул, взял купюру и свой старый рюкзак с ручной кладью. «Ладно, сидите, никуда не уходите». «Конечно, пап, мы здесь». Я медленно побрел через толпу туристов. Очередь в кафетерии двигалась мучительно медленно. Впереди стояла семья с 3 капризными детьми, которые никак не могли выбрать мороженое. Я смотрел на них и вдруг почувствовал укол острой тоски. Я вспомнил маленького Рому, как он держал меня за палец своей крошечной ладошкой. Куда делся тот мальчик? В какой момент он превратился в этого нервного мужчину с бегающим взглядом? Прошло минут 15, не меньше, прежде чем я расплатился за 2 бутылки элитной минеральной воды и пакетик миндаля. Сдача, несколько монет, звякнула в кармане льняных брюк. Я возвращался к выходу 204, лавируя между чемоданами и тележками. «Ну вот, ваша вода», — начал я, еще не дойдя до кресел. Еле отстоял. Слова застряли в горле. Кресла были пусты. Ни Романа, ни Киры, ни их ярких чемоданов ручной клади. Лишь глянцевый журнал, который листала невестка, валялся на полу, растоптанный чьим-то кроссовком. Я остановился. Первой мыслью было «отошли в туалет». Конечно, они же говорили. Я сел на свое место, поставил пакет с водой на пол. Прошла минута, 5, 10. В груди начало нарастать неприятное давление. Тахикардия, мой старый знакомый. Я достал платок, вытер лоб. Где они? Я полез в боковой карман своего рюкзака за телефоном, чтобы набрать сыну. Пусто. Я судорожно ощупал другой карман. Пусто. Внутри все похолодело. Профессиональная привычка брать себя в руки сработала с опозданием. Я расстегнул основное отделение рюкзака. Там должна была лежать моя поясная сумка, в которой я перед выходом из отеля по настоянию Киры: «Анатолий Борисович, давайте все ценное в одно место сложим, чтобы не потерять». Убрал свой загранпаспорт, кошелек с картами и основной суммой наличных. Рюкзак был пуст. В нем лежали только книга, которую я читал в самолете по пути сюда, и запасные очки. Ни паспорта, ни телефона, ни кошелька. Мир вокруг качнулся. Звуки аэропорта, объявления дикторов, детский плач, смех слились в один невыносимый гул. Я вскочил, чувствуя, как колени становятся ватными. «Рома!» — крикнул я, не узнавая своего голоса. Люди обернулись. Кто-то посмотрел с сочувствием, кто-то с раздражением. Я схватил пакет с водой и, шатаясь, побежал к стойке информации нашего рейса. Там стояла молодая турчанка в униформе авиакомпании с идеально накрашенными губами. «Простите, excuse me». Мой английский был далек от идеала, но стресс вытащил из памяти нужные слова. «My son and his wife. They were here». Элизаров party. Девушка лениво постучала длинными ногтями по клавиатуре, глядя в монитор. «Элизаров? Two passengers? Роман and Kira Элизаров? Yes, where are they? Sir, they boarded 20 minutes ago». «Boarded?» Я не поверил ушам. «Куда? На Москву? To Moscow?» «No, sir». Она нахмурилась, вчитываясь в экран. «They changed tickets. Upgrade to business class regarding medical emergency status. They are flying to Istanbul. Transfer to another flight. Wait. They are already taxiing». «Какой Стамбул?» — прошептал я по-русски, чувствуя, как пол уходит из-под ног. «Мы же домой. В Шереметьево». «Gate is closed, sir», — отрезала девушка, теряя ко мне интерес. «Next passenger, please». Я отошел от стойки, чувствуя себя так, будто мне вскрыли грудную клетку без наркоза. Я оказался посреди чужой страны. В кармане мелочь сдачи с 20-ки. Ни документов, удостоверяющих личность, ни связи. Мой сын, моя кровь,
Человек, которому я менял пеленки и оплачивал учебу в МДИМО, не просто улетел. Он обокрал меня. Он бросил меня, как надоевшую собаку, на другом конце света. Я медленно осел на металлическое сиденье. Взгляд упал на пакет с водой. Элитная минеральная вода в стекле. У Киры изжога. Я рассмеялся. Это был страшный сухой смех, от которого сидящая рядом женщина с ребенком поспешно отодвинулась. Это был не просто побег. Это была казнь. И палачом был мой собственный сын. Но они не учли одного. Они забыли, с кем имеют дело. Я хирург. Я привык вырезать гниль, чтобы спасти организм. Я сунул руку под стельку левого мокасина. Пальцы нащупали плотную бумажку. 100-долларовая купюра. Старая привычка из 90-х. Заначка на черный день. Я выпрямился. Спина, привыкшая к многочасовым операциям, снова стала прямой. Страх ушел. На его место пришла ледяная, кристальная ясность. Я выживу. Я вернусь. И когда я вернусь, Рома узнает, что такое настоящая боль. Первые 10 минут после того, как я осознал масштаб катастрофы, были похожи на выход из наркоза. Мир казался смазанным, звуки доносились словно через вату, а тошнота подступала к горлу липкими волнами. Я сидел на жестком металлическом кресле, сжимая в руке пакет с проклятой минеральной водой, и смотрел на табло вылетов. Рейс ТК-2420 на Стамбул уже исчез из списка вылетающих. Они были в воздухе. Они пили шампанское в бизнес-классе, купленном, вероятно, на деньги с моей же кредитной карты, которую я так опрометчиво оставил в поясной сумке. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. В операционной, когда ситуация выходит из-под контроля, когда открывается артериальное кровотечение, которого не показывала МРТ, у хирурга есть секунды на принятие решения. Паника — это смерть пациента. Здесь пациентом был я сам. «Так, Анатолий», — прошептал я себе под нос. «Пульс 110. Давление наверняка под 200. Прекратить истерику. Работать». Я встал и направился к выходу из стерильной зоны. Обратного пути не было. Без посадочного талона и паспорта я был никем. Призраком в транзитной зоне. Но мне нужно было выбраться в город. Мне нужно было в консульство. На паспортном контроле возникла первая стена. Молодой турецкий офицер в стеклянной будке смотрел на меня с усталым безразличием. «Паспорт, please. I lost it. Stolen», — твердо сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «My family left with my documents». Офицер нахмурился, что-то пробурчал в рацию. Через минуту ко мне подошли двое полицейских. Они не были грубыми, нет. Они были просто непробиваемыми. Меня отвели в небольшую комнату без окон, где пахло застарелым табаком и дешевым кофе. Следующие 3 часа превратились в унизительный допрос. Я пытался объяснить на ломаном английском, что я уважаемый врач, гражданин Российской Федерации, что мой сын совершил преступление. Они кивали, предлагали воды, обычной в пластиковом стаканчике, и снова спрашивали: «Why did your son take your passport? Is he a criminal? Or maybe you have dementia, sir?» Слово «деменция» резануло слух. Вот значит «get». Старый маразматик потерялся в аэропорту. Удобная версия. Может быть, Роман именно на это и рассчитывал? Что меня признают недееспособным где-то в турецкой больнице для бедных? «Look!» — я ударил ладонью по столу, и этот жест заставил их вздрогнуть. «Call the Russian consulate in Antalya. Now! It is my right!» Они переглянулись. Старший с густыми усами вздохнул и пододвинул ко мне старый стационарный телефон. «You call». Я набрал номер, который помнил наизусть. Не консульство, нет. Я звонил Дмитрию Петровичу, моему соседу по даче. Единственному человеку, который мог подтвердить мою личность, если до этого дойдет. Но в трубке были лишь длинные гудки. Конечно,
Он сейчас на рыбалке или копается в огороде. Телефон оставил в доме. Я положил трубку и набрал номер экстренной помощи консульства, который висел на памятке для туристов на стене. Дежурный дипломат слушает. Родная русская речь показалась мне самой прекрасной музыкой на свете. Я объяснил ситуацию. Четко, без эмоций, как диктует эпикриз. «Анатолий Борисович», — голос трубки стал серьезным. «Ситуация неприятная, но решаемая. Вам нужно получить справку из полиции об утере документов. Сделать 2 фотографии и приехать к нам. Мы оформим СНВ, свидетельство на возвращение. На сегодня пятница, конец рабочего дня. Мы закрываемся через 40 минут. Вы успеете?» Аэропорт находился в 13 километрах от города. Я постараюсь. Полицейские, поняв, что я не сумасшедший и не террорист, а просто проблема, которую можно переложить на других, выдали мне мятую бумажку с печатью, протокол об утере. Они даже не стали вписывать туда кражу. Lost и все. Им так проще. Я вышел из терминала в душный вечер. Солнце уже садилось, окрашивая небо в цвет воспаленной гематомы. У меня была бумажка из полиции, $100 в ботинке и 40 минут времени. Таксисты у выхода напоминали стервятников. «Такси, my friend! Cheap price! Анталья-центр! 50 евро!» 50 евро. Половина моего капитала. Я подошел к самому пожилому водителю, который курил, прислонившись к капоту желтого «Фиата». «Консульство РФ. Russian Consulate. $30. No more. Fast». Он посмотрел на меня, оценивая. Мои льняные брюки были помяты, рубашка взмокла, но во мне все еще оставалась выправка человека, который привык отдавать приказы. Он кивнул и выбросил сигарету. «Get in». Мы неслись по шоссе, игнорируя светофоры. Я смотрел в окно на мелькающие пальмы и отели, думая о том, как странно устроена жизнь. Еще утром я был обеспеченным туристом, выбирающим между Сибасом и Дорадо на ужин. Сейчас я был нищим беглецом, сжимающим в потном кулаке последние деньги. Мы успели за 5 минут до закрытия. Охранник на входе уже запирал ворота, но, увидев мое лицо и услышав русскую речь, сжалился. Внутри было прохладно и тихо. Молодой атташе, представившийся Алексеем, принял меня с профессиональным сочувствием. «Фотографии есть?» — спросил он. «Нет». «Ладно, сделаем здесь, у нас есть будка». Вспышка ослепила меня. На получившемся снимке на меня смотрел старик с ввалившимися глазами и жесткой складкой у рта. Неужели это я? Процедура заняла час. Алексей печатал, я подписывал. «Анатолий Борисович», — сказал он, протягивая мне документ с моей фотографией и печатью. «Это СНВ. Оно действует 15 дней. По нему вы можете только въехать в Россию. Билет придется покупать самому. У вас есть средства? Или нам связаться с родственниками?» При упоминании родственников меня передернуло. «Нет», — отрезал я, — «родственников беспокоить не надо. Я справлюсь». Алексей посмотрел на меня с сомнением, но промолчал. «Скажите, Алексей», — спросил я у двери, — «если я сейчас куплю билет, ближайший рейс когда?» «Есть ночной чартер во Внуково. Победа. Вылет в 3:40 утра. Места вроде были. Спасибо». Я вышел на улицу. Темнота накрыла Анталью. У меня оставалось $70. Таксист взял 30-ку. Билет на ближайший рейс стоил явно дороже, но у меня был еще один ресурс — нематериальный. В кармане пиджака, во внутреннем, который не проверили ни ШИМ, ни полиция, лежала маленькая записная книжка, старая, кожаная. Я не доверял смартфонам, важные номера. Там был телефон Володи, моего бывшего пациента, которого я оперировал 10 лет назад. Сложный перелом позвоночника после аварии на мотоцикле. Я собирал его по частям 8 часов. Сейчас Володя жил в Турции, занимался каким-то строительным бизнесом. Он звонил мне каждый год в день своего 2-го рождения.
Я нашел таксофон. Пришлось разменять $1 в ближайшем ларьке, купив жвачку. Гудки, долгие, тягучие. «Алло?» Голос был хриплым, веселым. На заднем плане играла музыка. «Володя, это Елизаров, Анатолий Борисович». Тишина. Музыка стихла. «Доктор, Анатолий Борисович». Глазам, то есть ушам не верю. «Вы какими судьбами? В отпуске?» «Володя, мне нужна помощь. Я в Анталье, у консульства. У меня нет денег, нет телефона, нет документов, кроме справки. Мне нужен билет до Москвы сегодня ночью». Он не задал ни одного вопроса. Ни почему, ни как так вышло. «Стойте там. Пришлите геолокацию». Черт, телефона же нет. «Стойте у ворот консульства. Черный Гелендваген, номер 777. Буду через 20 минут». Через полчаса я сидел в кожаном салоне автомобиля, кондиционер которого, казалось, вымораживал не только жару, но и остатки моей души. Володя, раздавшийся в плечах и поседевший, протягивал мне новый iPhone в коробке и пачку наличных евро. «Доктор», — сказал он, глядя мне в глаза, — «вы мне ходить дали возможность. Это, — он кивнул на деньги, — пыль. Билет я уже взял онлайн, бизнес-класс, вылет в 3:40. Водитель отвезет вас в аэропорт, проводит до гейта». Я взял телефон. Деньги взял тоже. Гордость сейчас была роскошью, которую я не мог себе позволить. «Я все верну, Володя». «Обижаете, Анатолий Борисович? Кто вас так?» Я посмотрел в окно на ночной город. «Метастазы, Володя. Семейные метастазы. Придется оперировать». Полет прошел как в тумане. Я не спал, хотя кресло раскладывалось в кровать. Я пил черный кофе и смотрел на черное небо за иллюминатором. В моей голове, как на рентгеновском снимке, проступали детали плана романа. Зачем они забрали телефон? Чтобы я не мог заблокировать счета. Зачем паспорт? Чтобы я не улетел сразу. Почему в пятницу вечером? Чтобы выиграть выходные, пока банки и госучреждения работают в полсилы. Это не была спонтанная истерика. Это была хладнокровная операция по удалению отца из жизни. Внуково встретила дождем. Москва плакала серыми слезами, смывая с меня турецкую пыль. На паспортном контроле пограничница долго вертела мое СНВ, сверяла фото в базе, кому-то звонила. Я стоял, сцепив зубы. «Проходите», — наконец буркнула она. Я вышел в зал прилета. Было 7 утра, суббота. Я вдохнул сырой московский воздух, пахнущий выхлопными газами и мокрым асфальтом. Никогда этот запах не казался мне таким сладким. Такси «Комфорт Плюс» везло меня по Новорижскому шоссе. Я смотрел на знакомые пейзажи. Торговые центры, заправки, леса. Мой мир. Мир, который сын хотел у меня украсть. Мы подъехали к коттеджному поселку Истринские усадьбы. Охрана на КПП, увидев меня в такси, удивленно подняла шлагбаум. «Анатолий Борисович, а мы думали, вы еще неделю отдыхать будете. Роман Анатольевич вчера вещи вывозил, сказал, вы там задержитесь». Сердце пропустило удар. «Вещи? Какие вещи, Сережа?» Охранник замялся. «Ну, «Газель» была грузовая. Коробки какие-то, техника. Я не спрашивал, сын же. Спасибо, Сережа». Такси остановилось у моих ворот. Кованая ограда, за которой виднелся мой дом. Двухэтажный кирпичный красавец с эркером, который мы с Леной так долго выбирали. Я расплатился с водителем, вышел. Дождь усилился. На участке Дмитрия Петровича, моего соседа, залаяла овчарка. Сам Петрович, в старом камуфляже и галошах, показался из-за теплицы. Увидев меня, он выронил лейку. «Борисыч, ты?» — он подбежал к забору. «Живой, Господи! А Ромка сказал, ты в больнице там остался. С сердцем плохо, а он за деньгами прилетел срочно». «С сердцем, говоришь?» — усмехнулся я, доставая из потайного кармашка в фундаменте бани
Старый тайник, о котором знал только я и Лена, запасной ключ от калитки. Нет, Петрович, с сердцем у меня все нормально. А вот мозги, видимо, отказали, раз я такую змею пригрел. Я подошел к входной двери. Ключ вошел в скважину легко, но не повернулся. Замки сменены. Конечно. Я обошел дом. Окна первого этажа были закрыты рольставнями, но они забыли про окно в котельной с задней стороны дома. Маленькое, узкое. Но я был худым, жилистым стариком. Я нашел кирпич, обернул его в свой пиджак. Удар, звон стекла. Через минуту я был внутри. Дом встретил меня тишиной и запахом чужого присутствия. Пахло дешевыми духами Киры и перегаром. Я прошел в гостиную. На стене, где висели мои коллекционные охотничьи ружья, пусто. В серванте, где стоял мейсонский фарфор Лены, пусто. Но самое страшное ждало меня в кабинете. Мой сейф был открыт. Настежь. Внутри ни копейки. Ни документов на дом, ни бумаг на машину. Но на массивном дубовом столе прямо по центру лежала папка. Синяя, пластиковая. Я открыл ее. Договор дарения. Даритель. Елизаров Анатолий Борисович. Одаряемый. Елизаров Роман Анатольевич. Дата — месяц назад. И подпись. Моя подпись. Электронная цифровая подпись. Я вспомнил тот вечер перед отлетом. «Пап, слушай, тут в МФЦ новые правила. Надо данные по земле обновить, чтобы налог меньше был», — говорил Роман, тыча мне в лицо планшетом. «Просто подпиши через госуслуги. Я все заполнил. Вот тут нажми. И тут». Я нажал. Я, старый идиот, нажал. Я опустился в свое кожаное кресло. Оно скрипнуло, как раненый зверь. Они забрали все. Дом, деньги, память. Они вычистили мою жизнь, как раковую опухоль. Но они совершили одну ошибку. Они оставили хирурга в живых. И у хирурга еще остался скальпель. Я взял телефон, подаренный Володей, вставил сим-карту, которую предусмотрительно купил в аэропорту Внуково. Первый звонок в банк. Блокировка всего, что еще можно заблокировать. Второй звонок. «Маргарита Львовна, это Елизаров». «Да, Анатолий Борисович. Мне срочно нужна встреча». «Нет, не медицинская консультация. Мне нужно аннулировать дарственную и посадить 2 человек». «Да, сына». Я положил телефон на стол и посмотрел на свои руки. Они не дрожали. Дрожь прошла. Теперь была только работа. Сложная, грязная, кровавая работа по удалению родной плоти, которая начала гнить. Тишина в доме была не умиротворяющей, как раньше, а звенящей, мертвой. Такой тишины боятся дежурные врачи в реанимации. Она обычно предвещает остановку сердца. Я прошелся по комнатам, фиксируя ущерб с дотошностью патолога-анатома. Они не просто грабили, они мародерствовали. Из спальни исчезла шкатулка Лены. Палехская роспись, внутри ничего сверхдорогого. Пара золотых колец, янтарные бусы, серебряная брошь, доставшаяся ей от бабушки. Но для меня эти вещи стоили больше, чем весь золотой запас страны. Роман знал это. Он знал, что я хранил их как святыню, иногда доставая, чтобы просто подержать в руках и почувствовать тепло, которое, казалось, все еще исходило от металла и камня. Теперь там была пустота. В кабинете, помимо вскрытого сейфа, исчезла моя коллекция винила. Deep Purple, Pink Floyd, оригинальные издания, которые я собирал с 80-х, выменивая на дефицитные лекарства. Исчезли даже дорогие японские спиннинги из кладовой. Сын выгребал все, что можно было быстро продать на Авито или сдать в ломбард. Это была не стратегическая экспроприация своего наследства. Это была агония наркомана или игромана, которому срочно нужен кэш.
Я заварил себе крепкий чай. Кухня, к счастью, осталась нетронутой, если не считать пары разбитых бокалов в раковине. В этот момент в ворота позвонили. На мониторе видеодомофона систему они, к счастью, отключить не додумались, ума не хватило. Я увидел серебристый «Лексус» Маргариты Львовны. Маргарита была адвокатом старой закалки, из тех, кто начинал еще в лихие 90-е, защищая цеховиков, а потом плавно перетек в обслуживание элиты нулевых. Ей было за 50, но выглядела она неопределенно дорого. Идеальная укладка, костюм, который стоил как почка, и глаза, в которых давно умерла вера в человечество, уступив место знанию Уголовного кодекса. Я открыл калитку с пульта. Она вошла в дом, морщась от запаха сырости, который я впустил через разбитое окно. «Анатолий Борисович». Она не стала обниматься или выражать соболезнования, просто крепко пожала руку. «Выглядите паршиво, но живым. Это уже хорошая позиция для истца. Показывайте, что там у вас». Мы сели в кухне. Я положил перед ней синюю папку с договором дарения. Маргарита надела очки в тонкой оправе, достала из сумочки электронную сигарету. «Можно?» «Курите. Хоть динамит взрывайте». Она углубилась в чтение. Тишину нарушало только шуршание бумаги и тихий треск ее устройства. «Грамотно», — наконец вынесла она вердикт, выдыхая облачко пара. Электронная регистрация через Росреестр. Подпись УКЭП. Усиленная квалифицированная электронная подпись. Выдана удостоверяющим центром 2 недели назад. Анатолий Борисович, вы ходили с ним в какой-нибудь офис? Фотографировались с паспортом? Нет, я потер виски. Он притащил планшет. Сказал госуслуги, налоги. Там была камера. Я думал, это биометрия для входа. «Биометрия», — хмыкнула она. «Идентификация личности. Он, скорее всего, оформил выпуск подписи дистанционно или через знакомого нотариуса, а вас использовал как живое лицо перед камерой. Технически комар носа не подточит. Юридически вы сами подарили ему дом и землю. 30 соток золотой подмосковной земли и 400 квадратных метров жилья. И что теперь?» Мой голос звучал глухо. «Выселяться?» Маргарита сняла очки и посмотрела на меня своим фирменным взглядом удава. «Выселяться будете, если наймете студента-юриста. А со мной мы будем воевать. Сделка притворная — раз. Введение в заблуждение — два. Кража документов и оставление в опасности в иностранном государстве — это уже уголовка. И это прекрасный фон для гражданского процесса. Судьи тоже люди, Анатолий Борисович. Когда они узнают, что любящий сын бросил отца в аэропорту без копейки, чтобы отжать хату, они будут смотреть на этот договор совсем другими глазами». Она достала блокнот. План такой. Первое. Заявление в полицию. Прямо сейчас. Не об оспаривании сделки, нет, а краже. Часы, золото, техника. Составляем опись. У вас остались чеки, паспорта на часы? На часы, да. В клинике в сейфе лежат коробки. На золото Лены нет, конечно. Найдем фотографии, где она в них. Свидетельские показания. Второе. Иск о признании сделки недействительной. Третье. Обеспечительные меры. Накладываем арест на дом, чтобы этот идиот не успел его перепродать или заложить. А он попытается, судя по скорости разграбления. Она замолчала, что-то быстро записывая. «Анатолий Борисович, я должна спросить, это ваш сын? Если мы запустим машину, его могут посадить. Реальный срок. Мошенничество в особо крупном, кража. Вы готовы идти до конца? Или на полпути сердце дрогнет, и мы подпишем мировую?» Я посмотрел в окно. Дождь кончился, но небо оставалось свинцовым. Я вспомнил пустую шкатулку жены. Вспомнил тот момент в аэропорту, когда понял, что меня вычеркнули из жизни за 20 евро. «Маргарита», — сказал я тихо, — «когда у пациента гангрена,
Мы ампутируем конечность. Даже если это правая рука. Иначе умрет все тело. Я готов. Режьте. Следующие 3 часа превратились в штабную работу. Приехал вызванный Маргаритой мастер по замкам, мрачный мужик по имени Федор, похожий на медведя. «Ставь самое надежное», — скомандовал я. «Чтобы только болгаркой или динамитом. Гардиан поставлю, с перекодировкой. И броненакладку», — буркнул Федор, высверливая старую личинку. «И засовы по периметру. Как в бункере будет». Пока Федор визжал дрелью, я с Маргаритой составлял опись пропавшего. Список получался внушительный. Rolex Submarina, подарок коллег на юбилей, 1,5 миллиона рублей. Серьги с бриллиантами, еще 300 тысяч. Наличные из сейфа, около 10 тысяч долларов. Ружья, беретта и старенькая тулка. «О, оружие — это отлично», — хищно улыбнулась Маргарита. «Хищение оружия — это статья 226 УК РФ. От 3 до 7 лет. Это наш Джокер. Если он не сдал их в комиссионку официально, а продал с рук, он уже готовый зэк». К вечеру Маргарита уехала, увозя с собой папку с подписанными доверенностями и заявлениями. Федор закончил работу, вручил мне новые тяжелые ключи и получил свои 20 тысяч наличными. «Хозяин», — сказал он на прощание, вытирая руки ветошью, — «я еще на ворота блокировку поставил механическую. Пульт теперь не сработает, пока изнутри штырь не вынешь. Так что гостей незваных не будет». Я остался один. Дом был заперт, окна 1-го этажа зашторены. Я чувствовал себя комендантом осажденной крепости. Но нужно было сделать еще кое-что. Я вышел на крыльцо и прошел к забору, разделяющему мой участок и участок Дмитрия Петровича. «Петрович», — позвал я негромко. Свет в его окна горел. Через минуту сосед вышел на веранду, кутаясь в ватник. «Не спишь, Борисыч? Разговор есть. Зайди. И бутылочку той своей на стойке захвати. У меня пусто». Мы сидели на кухне. Дмитрий Петрович, бывший полковник артиллерии, слушал мой рассказ, не перебивая. Только желваки на скулах ходили. Когда я закончил, он молча разлил по стопкам мутную, пахнущую кедром жидкость. «Ну, сука!» — выдохнул он. «Прости, Анатолий, но сын твой — гнида. Я ведь видел, как они грузились. Ромка бегал, как ошпаренный, коробки швырял. А это его Фифа стояла и командовала. «Осторожнее, это антиквариат». Я еще подумал. Странно, Борисыч вроде не собирался переезжать. Спросил его через забор. «Куда добро выводишь, Рома?» А он мне. «Отцу на лечение деньги нужны. Продаем лишнее. Он в Турции в реанимации». Я сжал стакан так, что пальцы побелели. «В реанимации, значит?» «Борисыч», — Петрович положил свою тяжелую ладонь мне на плечо, — «я в суд пойду. Я все подтвержу. И про вывоз вещей, и про то, что он мне наплел. У меня и камеры на участке пишут. Край твоего двора захватывают. Надо глянуть. Может, номера «Газели» этой попали. Глянь, Петрович. Очень надо». Он ушел за полночь. Я закрыл за ним дверь на все обороты новых замков. Спать не хотелось. Адреналин, державший меня сутки, начал отступать, уступая место черной тоске. Я поднялся в спальню. Кровать была разобрана. Они искали деньги даже под матрасом. Я поправил простыню, сел на край. На тумбочке стояла фотография в рамке, которую они по какой-то случайности не смахнули. Мы с Леной в гаграх, молодые, счастливые, ветер треплет ее волосы. Я взял фото в руки. «Прости меня, Лена», — прошептал я в пустоту. «Прости, что мы вырастили чудовище». Я проглядел. Я был на дежурствах, спасал чужих людей, а своего сына упустил. Но я исправлю это, обещаю тебе. Я не дам ему растоптать то, что мы строили. Я лег, положив под подушку молоток. Единственное оружие, которое осталось в доме. Смешно.
Заслуженный врач России спит с молотком, ожидая визита собственного сына. За окном шумели сосны. Мне снился аэропорт. Бесконечные коридоры, где люди без лиц толкали меня в спину, а в динамиках гремел голос Романа. «Пассажир Елизаров, ваш выход в никуда». Прошло 2 дня. 2 дня тишины и подготовки. Я купил продукты, восстановил сим-карту. Оказалось, Роман заблокировал мой старый номер, но паспортные данные позволили все вернуть. Маргарита позвонила и сказала, что заявление в полиции принято, следователь назначен, а иск подан в Истринский городской суд. Арест на имущество наложат со дня на день. Во вторник вечером, около 6, я увидел в окно свет фар. К воротам подъехал белый «Мерседес», машина Киры. За ним тот самый грузовой фургон. Они вернулись. Я почувствовал, как пульс участился, но руки остались спокойными. «Шоу начинается», — подумал я, подходя к пульту управления воротами и убеждаясь, что блокировка включена. Они сигналили минут 5. Потом Роман вышел из машины. Загорелый, в модной льняной рубашке, он выглядел как хозяин жизни. Он подошел к калитке, приложил магнитный ключ. Пик, пик. Ошибка. Он попробовал снова. Потом набрал код. Тишина. Я видел, как меняется его лицо. От недоумения к раздражению. Он достал телефон, набрал кого-то. Мой новый аппарат молчал. Старый, который он украл, был выключен. Тогда он начал долбить в калитку ногой. «Папа, ты что там, заснул? Открывай!» Я надел пиджак, поправил воротник, спустился вниз, прошел через двор, хрустя гравием. Остановился в метре от калитки, глядя на сына через прутья решетки. Он увидел меня и замер. Его лицо вытянулось, загар словно посерел. «Ты?» — выдохнул он. «Ты как здесь?» «Прилетел, Рома. На крыльях любви», — спокойно ответил я. «Но ты же должен был... У тебя же документов нет». «У меня много чего нет, сынок. Часов нет, ружей нет, маминых украшений нет, совести у тебя нет. А вот я есть». К калитке подбежала Кира. «Анатолий Борисович, что за цирк? Откройте немедленно, это наш дом. У нас документы есть». Она помахала той самой синей папкой. «Рома, вызывай полицию. Он незаконно удерживает нашу собственность». Я усмехнулся. «Вызывай, Рома. Обязательно вызывай. Я уже вызвал. Они как раз едут, только не по поводу собственности, а по поводу кражи в особо крупном размере и хищения огнестрельного оружия. Ты же знаешь, сынок, как у нас относятся к пропавшим стволам». Роман отшатнулся, как от удара. «Ты не посмеешь. Я твой сын. Был», — отрезал я. «Был сын. А теперь фигурант уголовного дела». Вдали послышался вой сирены. Я посмотрел на часы. На запястье остался белый след от украденного роликса. «А вот и кавалерия. Готовься, Рома. Операция будет долгой и болезненной. Без наркоза». Полицейский УАЗ «Патриот» с синей полосой на борту подкатил к воротам неторопливо, словно хищник, который знает, что жертва никуда не денется. Проблесковые маячки резали сумерки синими всполохами, отражаясь в мокром асфальте и испуганных глазах Романа. Из машины вышли 2. Старший лейтенант, грузный, с обветренным лицом и уставшим взглядом человека, который видел в этой жизни слишком много бытовой грязи, и молодой сержант, нервно поправляющий кобуру. «Что за шум, а драки нет?» — лениво спросил лейтенант, подходя к нашей странной группе. «Поступил сигнал о незаконном проникновении и угрозах. Кто вызывал?» «Я вызывал», — взвизгнула Кира, выскакивая вперед. «Товарищ офицер, этот человек...» «Этот гражданин захватил наш дом. Он сменил замки, не пускает собственников. Вот документы». Она сунула лейтенанту под нос папку с договором дарения.
Мы — законные владельцы. Елизаров Роман Анатольевич. Выселите его немедленно». Лейтенант взял папку, брезгливо двумя пальцами, словно грязную пеленку, посветил фонариком. Так, договор дарения, Росреестр. Он поднял глаза на меня. «А вы, гражданин, кем будете?» «Елизаров Анатолий Борисович, отец этого собственника». Я произнес это слово так, что оно прозвучало как ругательство. «И бывший владелец дома». «Папа просто сошел с ума», — вмешался Роман, пытаясь вернуть себе уверенный вид, хотя голос его предательски дрожал. «У него деменция, возрастные изменения. Он подарил мне дом, а теперь забыл. Мы вернулись из отпуска, а он забаррикадировался». Лейтенант вздохнул, возвращая папку Кире. «Граждане, это гражданско-правовые отношения. Мы выселением не занимаемся. Это вам в суд. Если есть документы на собственность, вызывайте МЧС, вскрывайте двери, судитесь. Полиция тут при чем?» Роман победно ухмыльнулся. «Вот видите, офицер разрешил. Сейчас мы вызовем слесаря. Минутку, старший лейтенант». Мой голос прозвучал тихо, но так твердо, что полицейский, уже собравшийся уходить, замер. «Я тоже делал вызов. Час назад. Через службу 112. Сообщение о краже со взломом и, что важнее, о хищении огнестрельного оружия». Слово «оружие» сработало как магическое заклинание. Сонная расслабленность слетела с лейтенанта мгновенно. Сержант напрягся, положив руку на автомат. «Какого оружия?» Лейтенант подошел ближе к решетке. «Охотничьего. Гладкоствольного. 2 единицы. Карабин Сайга и ружье Беретта. Хранились в сейфе в соответствии с законом. Разрешение Роха имеется, действующее. Ключи от сейфа были похищены. Сегодня я вернулся домой, сейф пуст. А вот этот гражданин, я кивнул на Романа, 3 дня назад вывозил из моего дома вещи на грузовой машине. Есть свидетель, мой сосед, полковник Остарки. Есть запись с камер видеонаблюдения». Лейтенант повернулся к Роману. Теперь он смотрел на него не как на участника семейной ссоры, а как на потенциальную палку в отчете по тяжким статьям. «Гражданин Елизаров-младший. Оружие брали?» «Какое оружие? Вы что?» Роман попятился, его лицо пошло красными пятнами. Я просто вещи перевозил. Старый хлам. Я не трогал сейф. Сейф был вскрыт», — отчеканил я. «Пропали также золотые украшения, коллекционные часы и крупная сумма валюты. Но черт с ним, с золотом. Где стволы, Рома? Ты их продал? Кому? Черным перекупом? Или они у тебя в машине лежат, готовые к стрельбе?» Лейтенант шагнул к Роману, оттесняя его от «Мерседеса». «Так, граждане, стволы — это серьезно. Статья 226 УК РФ. Хищение оружия. До 7 лет. Машину к осмотру». «Вы не имеете права», — взвизгнула Кира. «У вас нет ордера». «При подозрении на наличие оружия ордер не нужен», — рявкнул лейтенант. «Сержант, понятых. Вон соседа зови». Дмитрий Петрович, который, разумеется, случайно гулял с собакой у забора, подошел с готовностью. Осмотр машины ничего не дал, оружия там не было. Но в багажнике лежали несколько коробок с моими книгами и, о боги, мой старый хирургический атлас, который я подарил Роману на окончание школы, надеясь, что он пойдет по моим стопам. Он собирался выбросить и его. «Оружия нет», — констатировал лейтенант. «Но заявление от владельца есть. Значит так, Роман Анатольевич, проедемте в отдел. Будем разбираться, куда делись стволы. Опрос, объяснительное и пальчики откатаем. Если вы в сейф лазили, пальчики там остались. Экспертиза покажет». «Я не поеду. Я собственник дома», — Роман перешел на фальцет.
«В машину!» Лейтенант потерял терпение и схватил моего сына за локоть профессиональным захватом. «Сопротивление сотруднику хотите оформить?» Кира заголосила, снимая происходящее на телефон. «Полицейский беспредел! Мы будем жаловаться в прокуратуру!» «Жалуйтесь», — буркнул лейтенант, запихивая упирающегося Романа в УАЗ. «А вы, гражданочка, можете следом на своей машине ехать. Или тоже в обезьянник хотите?» Машина с мигалками развернулась и уехала, увозя моего сына. Кира, бросив на меня взгляд полный чистой, незамутненной ненависти, прыгнула в «Мерседес» и рванула следом, обдав меня брызгами из лужи. Я остался один. Дождь снова начал накрапывать. Дмитрий Петрович подошел к калитке. «Жестко ты, Борисыч. Как учили, Петрович? Гнойник надо вскрывать широко, иначе сепсис. Думаешь, посадят? За оружие? Вряд ли сразу. Скорее всего, он их сдал в ломбард или продал кому-то. Если найдут, будет срок. Не найдут, будет висяк. На нервы ему вымотают знатно. Подписку о невыезде возьмут. А это значит, что он не сможет сбежать за границу, когда поймет, что проиграл. Я вернулся в дом, чувствуя не триумф, а страшную вселенскую усталость. Руки снова задрожали. Откат после выброса адреналина. Я налил себе коньяка, который принес Петрович, и выпил залпом, как лекарство. Часть 5. Токсическая анестезия. Следующие 3 дня превратились в позиционную войну. Романа выпустили под утро. Видимо, адвокаты Киры или ее богатого папочки, о котором я старался не думать, сработали оперативно. Оружие они не нашли. Роман, разумеется, все отрицал, валил на то, что отец сам потерял или спрятал, чтобы нас подставить. Но дело было возбуждено, и статус подозреваемого висел над ним дамокловым мечом. Однако они открыли второй фронт — информационный. В среду утром мне позвонила бывшая старшая медсестра моего отделения Тамара Ивановна. «Анатолий Борисович, вы в порядке?» «Вполне, Тамара. А что случилось?» «Да тут, в общем, мне внучка показала. В Инстаграме и в нашем городском паблике «Истра Лайф». Там ваша невестка такое пишет». Я попросил ссылку. У меня не было соцсетей, но я открыл браузер на компьютере. Пост Киры набрал уже 500 лайков и 100 комментариев. Фотография заплаканной Киры на фоне забора моего дома. Текст был шедевром манипуляции. «Друзья, прошу максимальный репост. Наша семья оказалась на улице. Мой свекор, известный врач Елизаров А.Б., к сожалению, в силу возраста и начавшихся ментальных проблем, стал агрессивен. Мы с мужем возили его на отдых, заботились о нем. Он сам, в светлый момент, переписал на сына дом, понимая, что не справляется. А вчера он забыл нас. Набросился с кулаками, вызвал полицию, обвинил собственного сына в воровстве. Мы ночуем в машине. Я беременна. Вот это была новость. Или ложь. Нам некуда идти. Полиция бездействует из-за его связей. Помогите найти управу на тирана. Комментарии были предсказуемы. Какой ужас. Старики совсем с ума сходят. Бедная девочка. Елизаров? Это тот хирург? А говорят, он взятки брал. Я читал это, и мне казалось, что меня поливают помоями прямо через экран монитора. Я, спасший тысячи жизней, превратился в городского сумасшедшего и тирана. Я вышел в магазин за хлебом. Кассирша в пятерочке, которая раньше всегда здоровалась с улыбкой, отвела глаза и молча пробила чек. Соседка через дорогу, увидев меня, поспешно загнала детей в дом. Изоляция. Они создавали вакуум вокруг меня, надеясь, что я сломаюсь под общественным давлением. Вечером приехала Маргарита. Она была зла. Видели этот бред в сети? Читал. Мы можем подать иск о клевете, но это долго. Сейчас нам нужно другое. Анатолий Борисович, я получила выписки по роману и по сделке. Она положила на стол пухлую папку.
Вы сидите? Лучше сядьте и налейте себе того коньяка. Что там? Я наняла частного детектива, чтобы понять мотив. Зачем такая спешка? Зачем уголовщина с кражей паспорта? Почему не подождать, пока вы, умрете своей смертью? И ваш сын банкрот, Анатолий Борисович. Полный, тотальный, катастрофический банкрот. Она раскрыла папку. 1,5 года назад он влез в какую-то мутную схему с криптовалютными инвестициями. Заложил свою квартиру в Москве, ту, что вы ему подарили на свадьбу. Деньги прогорели. Он пытался отыграться. Начал брать микрозаймы. Потом занял у серьезных людей. Не у банков, Анатолий Борисович. У людей, которые долги выбивают паяльниками. У меня потемнело в глазах. Сколько? По моим прикидкам, около 20 миллионов рублей. Плюс проценты, которые тикают каждый день. Срок возврата был месяц назад. Видимо, ему поставили условия. Либо деньги, либо жизнь. В буквальном смысле. И он решил расплатиться моим домом. Именно. Дом стоит 40-50. Это покрыло бы долг, и еще осталось бы на красивую жизнь. Схема была такая. Оформить дарственную, вывести вас в Турцию, бросить там без документов, чтобы вы застряли на месяц-другой. За это время он продает дом. Скорее всего, уже был покупатель с дисконтом за срочность. Гасит долги и исчезает. А когда вы возвращаетесь, дома нет, сына нет, ищи ветра в поле. А Кира? Кира в курсе. Более того, думаю, она и была мотором. На ней тоже висят кредиты. Они 2 сапога пара. Я осмотрел на цифры в отчете. Даты займов, суммы, проценты. Это была история болезни, история деградации личности. Мой сын не просто хотел украсть дом. Он фактически заказал меня. Он обрек меня на бомжевание в чужой стране, зная, что у меня больное сердце. Зная, что я могу там просто умереть от стресса. И для него моя смерть была бы идеальным исходом. Нет истца — нет дела. Есть еще кое-что. Голос Маргариты стал совсем тихим. История браузера. Мы смогли получить доступ к его облачному хранилищу. Пароль был простым. Дата вашего рождения. Символично, да? Она протянула мне распечатку. 12 февраля. Как быстро оформить дарственную без нотариуса? 14 февраля. Электронная подпись для пенсионеров. Риски. 20 февраля. Срок жизни после инфаркта. Статистика. 25 февраля. Что делать, если человек пропал без вести в Турции? Процедура признания умершим. Я закрыл глаза. Боль пронзила грудную клетку так остро, что я невольно схватился за левую сторону. «Анатолий Борисович, валидол!» Маргарита вскочила. «Не надо», — прохрипел я. «Это не сердце, это душа, если она еще осталась». Я сидел и смотрел на эти строки. Мой сын гуглил, как быстро я умру. В этот момент во мне умер отец. Окончательно. Остался только хирург. И передо мной лежало злокачественное образование, которое нужно было иссечь, не жалея здоровых тканей. «Маргарита», — сказал я, открывая глаза. Голос был сухим и шелестящим, как осенняя листва. «Готовьте документы в суд. Мы приобщим это все. И долги, и поисковые запросы. Пусть судья видит, что это не семейный конфликт, а хладнокровное планирование убийства. Пусть косвенного, но убийства. «Это будет грязно», — предупредила она. «Они будут защищаться. Выливать на вас еще больше помоев. Пусть. Я прошел через ад в 90-е, когда мы оперировали бандитов под дулами автоматов. Я выдержу. Но я хочу, чтобы он сел. Не за оружие, за мошенничество. Я хочу, чтобы он понял, что за каждое действие в этой жизни наступает расплата». Гистология совести. Слушание по делу об обеспечительных мерах назначили на пятницу. Судья, женщина лет 40 с усталым лицом, быстро пролистала ходатайство Маргариты.
«Угроза отчуждения имущества?» — спросила она, не глядя на нас. «Ваша честь, ответчик имеет колоссальные долги, что подтверждается выписками из бюро кредитных историй». Маргарита говорила четко, веско. Он уже пытался вывести имущество истца. Есть риск, что дом будет продан третьим лицам в ближайшие дни. Судья наложила арест на дом мгновенно. Это была первая маленькая победа. Теперь Роман не мог продать дом, даже имея на руках выписку из ЕГРН. Он был связан по рукам и ногам. Выходя из суда, я увидел их. Роман и Кира стояли у своего «Мерседеса». Вид у них был помятый. Видимо, кредиторы начали давить сильнее. Роман нервно курил, Кира что-то яростно печатала в телефоне. Увидев меня, сын дернулся, хотел что-то сказать, но встретился с моим взглядом и промолчал. В моих глазах он увидел не обиду, не гнев, а абсолютное ледяное равнодушие. Так смотрят на ампутированную ногу, которую санитар уносит в утилизацию. Вечером того же дня мне позвонил Дмитрий Петрович. «Борисыч, тут к тебе гости, незваные». «Кто?» «Какие-то мордовороты на черном джипе. Крутятся у ворот, в звонок звонят. Я ружье достал на всякий случай». Я посмотрел на монитор. У калитки стояли двое крепких парней в кожаных куртках. Коллекторы или бандиты? Те самые серьезные люди. Они поняли, что Роман не может отдать долг домам, и пришли проверить актив или надавить на нового владельца. Я нажал кнопку интеркома. «Слушаю». «Анатолий Борисович». Голос был хриплым, вежливым, но с той интонацией, от которой стынет кровь. «Нам бы с сыном вашим переговорить. Он нам должен. Много должен. А говорит, что дом его, но вы тут мешаете». «Романа здесь нет», — ответил я спокойно. «И дом не его. Дом под арестом суда. Сделка оспаривается как мошенническая. Так что, ребята, вы зря приехали. С Романа взять нечего. Он банкрот». Пауза. «Под арестом, значит. Вот гнида. Наврал, значит, что завтра продаст. Спасибо, батя, за информацию. Извини за беспокойство». Они сели в джип и уехали. Я понял, что только что подписал сыну приговор, гораздо более страшный, чем тюремный срок. Теперь за ним будут охотиться не приставы, а люди, которые не признают Уголовный кодекс. И что самое страшное, мне не было его жаль. Я думал только о том, как защитить свой дом. Крепость, которую я строил с Леной. Последний бастион моей жизни. Начался основной процесс. Адвокат Романа, скользкий тип с бегающими глазками, пытался разыграть карту моей недееспособности. Они притащили какую-то липовую справку от психиатра, якобы я обращался с жалобами на память. Но Маргарита размазала их. Она вызвала свидетелей. Моих коллег из клиники, которые подтвердили, что я до последнего дня оперировал и писал научные статьи. Она вызвала нотариуса, того самого, через которого якобы оформлялась подпись. И тот под присягой заявил, что меня в глаза не видел, а процедуру провел его помощник с нарушениями за взятку. Помощника тут же взяли в оборот следователи. Карточный домик Романа рушился. Кульминация наступила на третьем заседании. Маргарита ходатайствовала о приобщении к делу аудиозаписи моего разговора с Романом у калитки, той самой, первой, и распечатки его поисковых запросов. Судья читала запросы: признание умершим, как продать дом без согласия прописанных. В зале повисла тишина. Роман сидел, опустив голову. Кира, поняв, что корабль тонет, отодвинулась от мужа на край скамьи. «Истец, вы подтверждаете свои требования?» — спросила судья. Я встал. «Ваша честь, я прошу не только признать сделку недействительной. Я прошу направить материалы дела в прокуратуру для возбуждения уголовного дела
по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Это не сын. Это преступник, который планировал мое физическое устранение путем создания невыносимых условий для жизни. Роман вскочил. «Папа, не надо! Папа, они меня убьют!» Он заплакал. Не так, как плачут раскаявшиеся люди, а так, как плачут трусы, загнанные в угол. «Папа, у меня долги. Они счетчик включили. Если я не отдам, они меня на куски порежут. Папа, помоги. Забери заявление. Отдай им дом, я потом заработаю. Я верну». Я смотрел на него, на своего мальчика, которого я учил кататься на велосипеде, которому я лечил разбитые коленки, которого я любил больше жизни. И я ничего не чувствовал. Нерв умер. Некроз ткани завершился. «Ты сделал свой выбор, Роман», — сказал я громко, чтобы слышал весь зал. «Ты выбрал деньги вместо отца. Теперь плати по счетам. А дом? Дом я тебе не отдам, потому что в нем живет память о твоей матери. И я не позволю тебе пропить эту память». Судья ударила молотком. Суд удаляется в совещательную комнату. Решение было предсказуемым. Сделка признана ничтожной. Право собственности возвращено мне. Материалы переданы в Следственный комитет. Романа арестовали прямо в зале суда. Всплыли новые факты похищения оружия. Один из стволов нашли у перекупщика, который сдал Романа. Когда конвой уводил его, он кричал: «Будь ты проклят! Ты мне не отец!» Я вышел из здания суда на улицу. Была весна. Светило солнце. Почки на деревьях лопались, выпуская клейкие зеленые листочки. Жизнь продолжалась. Ко мне подошла Кира. Она была бледна, макияж потек. «Анатолий Борисович, я не знала. Он меня заставил. Я могу... Можно я поживу у вас? Мне некуда идти. Те люди, они и меня ищут». Я посмотрел на нее. На женщину, которая писала про меня гадости в интернете, которая подзуживала мужа бросить меня в Турции. «Нет, Кира, но я же ношу вашего внука», — выкрикнула она последний козырь. «Если это правда, — сказал я, открывая дверь такси, — то я надеюсь, что он никогда не узнает, кто его родители. А если он родится, подавайте на алименты. В тюрьме сейчас тоже платят зарплату. Шьют рукавицы». Я сел в машину и назвал адрес. Истринские усадьбы. Домой. Вечером я сидел на веранде. Дмитрий Петрович жарил шашлык на соседнем участке. Вкусный дым плыл над забором. Мой дом стоял прочный, надежный, вымытый и вычищенный от чужого присутствия. Я вернул свои часы. Полиция нашла их в ломбарде. Я надел их на руку, чувствуя привычную тяжесть. Тик-так, тик-так. Время идет. Я был один. У меня не было сына, у меня не было внуков. Но у меня была совесть, и у меня была честь. И я был жив. А для хирурга, который только что провел самую сложную операцию в своей жизни, ампутировав собственное сердце, чтобы выжить, это уже немало.